У эфіры праграма «Аб'ектыўна», у якой мы фокусируем аб'ектыў нашай тэлекамеры на актуальнай праблеме, што знаходзіцца на кантролі ўладаў, спрабуем аб'ектыўна ў ёй разабрацца. Пустуючыя старыя дамы не толькі псуюць знешні выгляд населеных пунктаў, але часам могуць уяўляць небяспеку. У верасні мінулага года падпісаны ўказ прэзідэнта Беларусі, які рэгламентуе парадак абыходжання з такімі будынкамі. Якія нормы ўтрымлівае ўказ, як ён рэалізуецца ў Віцебскай вобласці? Паспрабуем разабрацца аб'ектыўна. На сённяшні дзень у вобласці на ўліку больш за 300 пустуючых дамоў, а яшчэ больш за 500 прызнана непрыгоднымі для пражывання. Указ нумар 357 замяніў сабой папярэдні аналагічны дакумент за нумарам 100, які рэгламентаваў абыходжанне з пустуючымі старымі дамамі ў сельскай мясцовасці. Новы заканадаўчы акт распаўсюджваецца і на гарады. Нововведение в том, что раньше работа по пустующим ветхим домам проводилась только в сельской местности, а теперь же и в крупных городах, в областном центре и в городах областного подчинения. В нашем случае это город Витебск и город Новополоцк. Еще из нововведения то, что немножко разные подходы к понятию, что такое пустующий дом и что такое ветхий дом. Если раньше под пустующими домами понимались дома, в которых граждане проживают в течение последних 3 лет менее месяца в календарном году, то теперь надо, чтобы граждане не проживали в течение последних 3 лет ни одного дня. Если раньше под ветхими домами понимали дома, когда есть решение городского либо районного исполнительного комитета о признании данного дома непригодным для проживания, с чем были сложности, то в настоящее время под ветхими домами понимаются аварийные дома, дома в плохом техническом состоянии, в отношении которых есть информация, что собственники не проживают в течение года и не принимают меры по их восстановлению либо сносу. Третье отличие – это что раньше велись только реестры пустующих домов, теперь ведутся реестры и пустующих домов, и ветхих домов, и информация из реестров размещается на сайтах городских и районных исполнительных комитетов, где каждый заинтересованный может посмотреть эту информацию. Выявлением пустующих и старых домов по новому законодательству займаются специально створенные комиссии. Городские и районные исполнительные комитеты создают специальные комиссии. В состав комиссии входят также органы милиции, представители. Да? И эти комиссии обязаны 2 раза в год обследовать соответствующую территорию, обследовать жилые дома, находящиеся на этой территории, визуальный осмотр домов проводить, нарушаются ли собственниками правила землепользования, платятся ли налоги на землю, налоги на недвижимость, оплачиваются ли жилищно-коммунальные услуги. Все это позволяет выявить жилые дома, которые подходят под понятие пустующие и ветхие. В случае, если комиссии дома жилые будут выявлены, следовательно, они составляют соответствующее заключение и затем уже работают дальше в рамках указа 357. Законом прадугледжана стварэнне 2 асобных рэестраў – старых непрыгодных для пражывання і пустуючых дамоў. Когда обнаруживается жилой дом, который подходит под понятие пустующего жилого дома, то собственнику жилого дома направляется извещение о том, что этот дом подлежит включению в реестр пустующих домов. Естественно, собственник должен в течение месяца направить уведомление в городской либо районный исполнительный комитет о том, что он этот дом будет использовать по назначению, то есть для проживания. Если собственник такое уведомление не присылает, то, соответственно, дом включается в реестр пустующих домов. Зачастую так бывает, что собственник не обнаружен, либо неизвестно его местонахождение. В таком случае информация о данном доме публикуется в средствах массовой информации и на сайтах официальных городских и районных исполнительных комитетов. В таком случае тоже в течение месяца, если собственник не направил уведомление о том, что он намерен использовать дом по назначению, то он также включается в реестр пустующих домов. Пасля таго, як пустуючы дом трапляе ў рэестр, яго далейшы лёс вызначае суд. Один из вариантов решения суда – это принятие в районную либо городскую собственность, после чего городской либо районный исполнительный комитет может принять решение о сносе дома, либо о дальнейшем использовании. Что такое дальнейшее использование? Это либо продажа с аукциона, либо продажа без аукциона. Со старыми непрыгодными для выкарыстання домами законодаўства прадугледжвае іншы парадак работы. С ветхими домами несколько иначе. Когда комиссия определяет, что жилой дом подходит под понятие ветхого, она сразу включает этот дом в реестр ветхих домов, затем направляет собственнику жилого дома, так сказать, предписание о том, чтобы он либо восстановил жилой дом для проживания, либо снес его, либо же произвел там реконструкцию. Как правило,
Срок дается в предписании – это год, от года до 2 лет. Если собственник не восстанавливает дом, либо его не сносит в течение года, либо установленного исполкомом срока, то принимаются меры в рамках 357 указа. Если собственник известен, то тогда ему предлагается обеспечить согласие на снос. Если он обеспечивает согласие на снос в письменном виде, что он согласен сносить дом, то он сносится. Когда собственник не обнаружен, либо фактически его местонахождение неизвестно, тогда, так же как и с пустующими домами, информация публикуется в средствах массовой информации и на сайте официальном городского либо районного исполнительного комитета. Если собственник отказался от сноса, либо собственник неизвестен, тогда действует уже через суд. Когда мы находим собственника, то в случае продажи жилого дома деньги возвращаются собственнику за вычетом затрат. В случаях, когда мы собственника не находим, то деньги от продажи этого дома идут в бюджет местный. Што рабіць уласніку, калі ён знайшоў у спісе сваю нерухомасць? В первую очередь они должны дать о себе знать, они должны обратиться в исполнительный комитет, позвонить, написать письменно, по электронной почте. Есть вся информация у нас на сайте. Поэтому дать о себе знать и написать уведомление о том, что они будут использовать этот дом для проживания и, соответственно, приведут его в порядок. Праблема пустуючых і непрыгодных для пражывання дамоў актуальная для ўсіх рэгіёнаў вобласці. Не выключэнне і Лепельскі раён. В соответствии с заключениями комиссии 31 дом признан ветхим и включен в реестр ветхих домов, 2 пустующих дома включены в реестр, соответственно, пустующих домов. Включение домов в реестр позволяет Лепельскому располкому обращаться в судебном порядке на признание таких домов бесхозными, в последующем признании их в коммунальную собственность и в дальнейшем реализации их. Уже подано 2 заявления в суд о признании 2 домов бесхозными. И сведения из реестров ветхих и пустующих домов, выявленных на территории района, своевременно публиковываются на официальном сайте Лепельского районно-исполнительного комитета. У сельскай мясцовасці над праблемай асірацелай нерухомасці працуюць з 2007 года. Указу 357, які рэгламентуе гэту работу зараз, папярэднічалі яшчэ 2. У нас на территории сельсовета было очень много ветхого жилья, которое портило вид, было плохое благоустройство. Ну, с выходом в свет 70-го указа нам стало работать легче. За время действия 70-го указа с 2007 по 2012 год мы снесли 98 домовладений. В год сносили по 14, самое больше сносили 20 домов в год. После выхода в свет 100-го указа мы также работали по этому указу, снесли 29 домовладений. Ну, естественно, что время течет, меняется, какие-то наработки есть. Вышел в свет указ номер 357. С сентября 2018 года мы работаем по данному указу. Мы уже снесли 4 дома, значит, и в реестр занесли 20 домов. Ну, которые дома ветшают, это процесс постоянно идет, то есть не то, что он разовый. Ну, они будут появляться, конечно. 2-3 года дома эти ветшают, потом, естественно, что не портят вид, зарастают бурьяном. Чтобы этого не было, конечно, мы работаем по данному указу. В этом году снесли 2 дома, еще планируем до конца года снести 3 ветхие дома. Конечно, эта работа, она постоянная, надо ее постоянно вести, продолжать. Многие участки, которые мы снесли, мы в городках Черещина, Камень, мы пустили на их месте, построили новые дома. Каменское лесничество, дом Лепельского лесхоза, ну и многие другие. Есть участки, которые мы передали все в оборот хозяйствам, на месте которых людские огороды распахивают, которые примыкают к их домам. Ну, есть деревни отдаленные, малонаселенные, где, конечно, эти участки не востребованы, ну и там это для нас проблема. Там трудно развернуться большой техникой, надо проводить мелиоративные работы, поэтому есть такие участки. Домов там нету, там почва пригодная для ведения подсобного хозяйства или для строительства новых домов, или даже для севооборота, но мешает там сады, как правило. Это надо проводить там
серьезные мелиоративные работы. На это необходимы большие капиталовложения. Таких у нас средств не имеется. Обсчитать, то это экономически невыгодно. Ну, надо, конечно, в перспективе, наверное, планировать такие работы мелиоративные, и эти участки все-таки выводить все в оборот. За время действия указа президента о продаже земельных участков с аукциона продали 74 участка. В населенных пунктах, где есть близко озера, этот процесс идет. А вот где озер нету, там, конечно, посложнее. Сельскі савет таксама аказвае дапамогу ў зносе старых пабудоў уладальнікам, якія не могуць зрабіць гэта сваімі сіламі. Вот это домовладение было ветхое, значит, собственники обратились в сельский исполнительный комитет с просьбой помочь это ветхое строение, которое портило вид городка, значит, снести. Ну, естественно, что люди не очень богатые, мы оказываем помощь. Значит, облсполком выделяет определенные там денежные средства на снос ветхих домов. Мы вот как бы на эти средства и собственные средства сносим эти вот дома. У суседнім баброўскім сельсавеце таксама праведзена грунтоўная работа па прывядзенні ў парадак населеных пунктаў. Працягваецца яна і зараз. Деревня погорела у нас, был один ветхий дом, вид возле трассы был не очень приглядный, поэтому дом был снесен, и все земли населенного пункта рекультивированы. Кроме тех денег, которые выделялись на снос дома, мы еще 1400 заплатили из средств сельского совета, которые были направлены по благоустройству. В настоящее время работаем по 357 указу. Вот 11 ветхих домов у нас занесено в реестр ветхих домов. В настоящее время идет работа по пустующим домам. Тоже будет в этом месяце 6 или 7 домов занесено в реестр пустующих. В этом году через прокуратуру 2 дома признаны, суд уже состоялся, признаны выморочными. Ну вот здесь решение суда войдет в силу через 10 дней. Значит, на такой же процедуре будем дальше работать. Это 2 дома в одном населенном пункте, стоят возле дороги. Ну, я думаю, что там вид приведем в порядок, и земельный участок будет использоваться. Тамара Ярыга лічыць, што новы ўказ аблягчыў работу ў гэтым накірунку. Работать, наверное, легче стало, потому что мы почувствовали конкретно, что мы должны делать, как с этим быть. Мы делаем запросы во все организации, выясняем родственников, собственников. Этот дом использовался, не использовался. Здесь работаем не только мы, работают все службы, комиссия райисполкома и сотрудники РОВД. То есть легче стало, работа стала легче. На знос непрыгоднага для жылля дома і прывядзенне ў парадак тэрыторыі сядзібы вакол яго з бюджэту прадугледжана каля 400 рублёў. Гэтых сродкаў не заўсёды дастаткова, каб як след выканаць усе работы. Хотелось, конечно, больше денежных средств на захоронение домов и приведение в порядок вот той территории, которая под этим домом под хозпостройкам. Потому что дома расположены внутри населенных пунктов, заросли, конечно, старыми деревьями, кустарниками дикорастущими. Вот на это надо больше средств, чтобы проводить в порядок. Получается на дом примерно 400 рублей. Ну, конечно, мы организация, которая может заниматься этими работами, расположена в районном центре, то есть до нас 30 километров, это, конечно, проблемно вот с техникой и с оплатой. В это время как-то не очень со своими средствами земельные участки с аукциона плохо продаются. Ну, а так мы добавляем вот как бы такие средства. Но стараемся просто организации, вплоть до того, что идут на убытки, чтобы привести порядок на земле. На сайце тэлерадыёкампаніі «Віцебск» vtv.by на гэты раз мы задавалі пытанне, што трэба рабіць са старымі пустуючымі дамамі. Прамежкавыя вынікі апытання зараз на вашых экранах. На сайце можна знайсці таксама тэмы выпускаў нашай перадачы, якія рыхтуюцца да эфіру. А на электронны адрас мы чакаем вашых прапаноў. Сюды ж дасылайце пытанні службовым асобам па той ці іншай тэме. Гэта была праграма «Аб'ектыўна», у якой мы спрабуем разабрацца ў праблеме аб'ектыўна. Бывайце здаровыя.